Коллегалар, бір-бір, меня не слышно. Хайырлы ерте. Раз. Мне только кажется, или не слышно через микрофон? Слышно? Явочной кампании подготовки к проведению 9-го ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время без Заман», проходящего при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Наши спикеры сегодня: Нурия Минафатовна Хашимова, исполнительный директор Фонда поддержки и развития культуры при президенте Республики Татарстан, член жюри фестиваля; Динар Фанузович Хафизов, начальник отдела стратегического развития, поддержки проектов и инициатив Министерства по делам молодежи Республики Татарстан; Марат Рустемович Гафаров, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан; Айдар Фаитович Сагиддинов, председатель Совета региональной общественной организации Союз молодежи, предприятий и организаций Республики Татарстан; и Дмитрий Александрович Туманов, лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры, заслуженный деятель искусства Республики Татарстан и Республики Крым, генеральный продюсер фестиваля «Наше время» Безнал Заман и сопредседатель жюри. Нурия Минафатовна, біздің бүгінгі пресс-конференция екі тілі, шоңа көрі ең бірінші сөзіні сізге береміз. Қысқаша ғана әлігі фестиваль хақында сөйлеп кетсеңіз еді. Рахмет. Хайырлы күн барыңызға да. Тағын сіздің білен ұшыраштық. Біздің заман фестивалі бойынша біздің енді ол 2014 жылдан берлі біздің шушы фестиваліміз башланып кетті. Біздің бұл президентіміз Рустам Нургалиевич Миннихановның қанат астында бара тұрған фестиваль «Созвездие йылдызлық» кебек нәрсе айтасы келе бұл фестиваль турында. Шыннан да менә шушы еллар арасында бик көп үзгәрешләр булды бұл фестивальдә. Бик күп яңалыклар булды дип әйтәсем килә. Чөнки безнең башланганда бик күп катнашучылар алай ук күп булмаса да фестиваль башланып китте һәм аның сыйфаты беренче көннән үк югары дәрәҗәдә иде һәм ул бүген шушы рәвештә дәвам итә. Бүген инде безнең бик күп предприятиеләребездән бик күп кешеләр катнаша, күп тармаклардан катнашалар. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә безнең менә җитәкчеләребезгә, оешма җитәкчеләренә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шундый бу фестивальнең кирәклеген белеп, җитди карап, алар бик җитди карыйлар, ярдәм итәләр. Әлбәттә инде һәрбер район, һәрбер оешма җитәкчесе үзенең эшчеләренең хезмәтен дә сәхнәдәге чыгышларында хөрмәт итеп карый. Алар өчен, һәрбер кеше өчен ул кызык һәм якын дип әйтәсем килә. Безнең инде 1 августта һәрбер район җитәкчеләренә Татарстан Республикасы президент аппараты җитәкчесе Әсгать Әхмәтович Сафаровтан хатлар юлланылды. Ул хатларны алдылар һәм хатлар рәвешен нигезендә шушы фестиваль буенча бүгенге көндә эш бара. Тагын шуны әйтәсе килә, катнашырга, һәрберегез дә катнашырга тырышыгыз. Моның бик күп тәрбияви яклары бар бу фестивальнең. Кеше бит инде ул тормышта бөтен кеше дә җырчы да, биюче генә дә булып бетә алмый, иҗат кешесе генә булып бетә алмый. Һәрбер кешенең, мин аны һәр вакыт әйтәм, һәрбер кешенең күңелендә иҗат бар, ниндидер җырлый кеше, җырны ярата. Һәм инде бу фестиваль шушы зыялы, шушы безнең күренекле шәхесләребез, үзен күренекле шәхесләребез сәхнәдә эшләгән сәхнәдә алар бүген үзләрен шушы сәхнәләрдә күрсәтергә мөмкинчелек бирә бу фестиваль. Аларның күзләрендә ут янып тора һәм инде ул кешенең хезмәте дә, аларның хезмәтләре дә бик матур һәм аларның сәхнәдә, сәнгатьтә дә үзләрен бик матур иттереп күрсәтәләр. Һәрберсенә дә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Алар һәрберсе дә күбесе инде гаиләлеләр, гаиләләренә, әти-әниләренә, балаларына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Ул бит инде фестиваль дигәчтә ул бик матур без караганда сәхнәдән. Анда күпме хезмәт, күпме көч, күпме вакыт сарыф ителә. Бу әлбәттә бер генә кешенең хезмәте түгел, бу зур команданың хезмәте, үзләренең гаиләләренең хезмәте, җитәкчеләренең хезмәте һәм хезмәттәшләренең хезмәте. Һәрбер кешенең дә монда хезмәте кергән дип әйтәсем килә. Бу зур, бик зур эш. Безгә әйткәнемчә, сәхнәдән караганда концертлар бик матур. Шушы матурлыкка җитәр өчен бик күп хезмәт кирәк.
Безнең инде шундый хезмәтләрне шушларны күрсәтергә республикада бөтен мөмкинчелекләребез дә бар, Аллаһка шөкер бүген. Мәдәният йортларыбыз менә дигән педагогларыбыз бар. Тырышкан кешегә бүген менә дигән итеп эшләргә мөмкинчелек бар, үзен күрсәтергә мөмкинчелек бар. Бу әлбәттә инде безнең президентыбызга бик зур рәхмәт. Һәрбер кичкенә генә авылда да безнең нинди матур мәдәният йортлары. Бүген авыл белән шәһәрне хәтта аерып булмый. Бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Авылда да, хезмәттә дә. Бары тик тырышырга кирәк, хезмәтне яратырга кирәк. Без инде республикабызны яратабыз, хезмәтне яратабыз. Безнең халык тырыш һәм барыгызга да уңышлар телисе килә. Менә инде безнең алда бәйрәмнәребез, барыгызны да бәйрәмнәр белән тәбрик итәм. Хәерле уку еллары булсын, һәрберебез сәламәт булыйк, балаларыбыз сәламәт булсын, укытучыларыбыз сәламәт булсын. Һәрберсенә әти-әниләргә дә, укытучыларга да уңышлар телисем килә. Һәм шушы безнең заман фестиваленә инде уңышлар телисем килә. Матур чыгышлар белән сау сәламәт булып, куанып, шатланып, шушы чыгышларны карап, матур җиңүләр белән каршы алырга насыйп булсын. Рәхмәт барыгызга да. Амин, шулай болсын, бик зур рәхмәт яусын сезгә. Динар Фаназович, слово передаем вам, где и как можно зарегистрироваться, как можно в этом году принять участие в фестивале «Наше время Безнең Заман». Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Безнең Заман в действительности имеет такое высокое значение для молодежи, для предприятий, организаций. Как было уже сказано, с 2013 года начинает свою такое поступательное движение, и на сайте созвездия можно было зарегистрироваться предприятиями, организациями, участникам данного фестиваля, чтобы принять участие. У нас имеет он принцип зональный, в 4 зонах он проходит, как по точки зрения агломерации Республики Татарстан, и это можно сделать именно на сайте созвездия, зарегистрироваться в электронном формате для того, чтобы принять участие. Какие 4 зоны назовите, пожалуйста? Да, 4 зоны. Это Альметьевск, он объединяет, получается, юго-восток нашей республики, Нижнекамск, туда входят и Челны, и Елабуга, крупные промышленные предприятия, Казань традиционно и Зеленодольск. Вот это 4 зональных этапа, где будет проходить в этом году фестиваль. Ну и, безусловно, все заканчивается гала-концертом, когда лучшие из лучших будет представлено уже в ноябре в городе Казани. Спасибо большое. Что касается участников, сколько их было в прошлом году и какое количество? Ну, наверняка будет какой-то прогресс и увеличение в количестве. Мы знаем, Дмитрий Александрович, что вы очень многие подробно расскажете. Я хотел сделать акцент. На сегодняшний день, получается, у нас молодежь увеличилась в декабре 2020 года принят федеральный закон, когда молодежь у нас увеличилась с 30 до 35 лет. В том числе же мы внесли изменения в закон Республики Татарстан о государственной молодежной политике, что возраст молодежи увеличился. Соответственно, основная доля выходит у нас на работающую молодежь. Это примерно 700 тысяч молодежи, работающей у нас в республике, есть. И понятно, что так как возраст увеличен, мы ожидаем, что у нас увеличится и количество заявок. В 2019 году это было порядка 1000 участников из 43 муниципальных образований. В 2020 году, даже несмотря на пандемию, фестиваль состоялся. Чуть меньше было участников. Это примерное количество у нас было 950. Но из 39 муниципальных образований. Но, безусловно, хотелось бы сказать, что в этом году мы ожидаем, что все муниципальные образования максимально смогут принять участие в данном фестивале. Спасибо вам большое. Марат Рустемович, учитывая, что вы заместитель председателя Федерации профсоюзов, какие меры поддержки для именно работающей молодежи на сегодняшний день самые популярные и с какими просьбами обращаются в профсоюзы вот
молодые люди, работающие. Ну, наверное, я начну с того, что действительно, во-первых, мы искренне гордимся тем, что в период уже с 2013 года у нас в Республике Татарстан реализуется такое глобальное направление, такой потрясающий фестиваль, как «Безнен Заман». И в первую очередь я хочу высказать слова благодарности и за поддержку президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову и устроителям такого глобального мероприятия в лице Дмитрия Александровича Туманова и его команды. Действительно, это громадный прорыв, это потрясающая победа. Ну и если говорить о роли профсоюзов в реализации данного течения, данного направления, в первую очередь сегодня профсоюзы, как и 115 лет назад, реализуют доктрину защиты прав и интересов человека труда. В Республике Татарстан есть вертикаль документов социального партнерства, 21-е по счету республиканское соглашение, порядка 220 территориальных и отраслевых соглашений и порядка 5000 коллективных договоров у нас в Республике Татарстан подписаны и реализуют доктрину реализации социально-экономической составляющей нашей республики. Нас искренне радует то, что молодежь профсоюза идет, и из общего числа членов профсоюза, а у нас их порядка 800 тысяч членов профсоюза, порядка 40% сегодня это молодежь. Мы наблюдаем ежегодный прирост, молодежь видит в профсоюзе перспективу, молодежь видит в профсоюзе школу, молодежь видит в профсоюзе будущее. И сегодня молодежь активна в вопросах очень довольно-таки серьезных. В первую очередь для нас это повышение индексации заработной платы, что зафиксировано практически во всех документах вертикали социального партнерства. Это вопросы улучшения условий охраны труда, это вопросы социальных гарантий, это вопросы непосредственно жилья, это вопросы обучения, повышения квалификации. И немаловажным фактором для нашей молодежи является то, что из года в год одно из приоритетных направлений по-прежнему остается направление, которое позволяет молодежи раскрыть свои таланты, которые позволяют, ну так скажем, широкоформатно показать свои победы, личности, в хорошем смысле этого слова, свои позитивные амбиции. Молодежь с огромным удовольствием из года в год принимает активное участие в фестивале, содействуют профсоюзные комитеты, начиная с первичного звена, у нас их, я еще раз повторю, порядка 5000. Это поддержка со стороны наших членских отраслевых комитетов, у нас их порядка 18, и поддержка со стороны крупных предприятий, таких как КАМАЗ, Татнефть, ну и так далее, соответственно. Молодежь раскрывает свои таланты, это то мероприятие, которое позволяет молодежи расти, действительно показывать свои позитивные, так скажем, стороны своего характера, своей личности, своих амбиций позитивных, соответственно. И мы искренне гордимся тем, что из года в год мы прирастаем по количеству участников и по качеству тех номеров, которые, соответственно, и репетируются, и уже в конце, вот Дин Афанович сказал, что у нас в зональных турах принимает активное участие. Сегодня к этим зональным турам и вообще к участию подключились предприятия внебюджетного сектора экономики, это и непосредственно и бюджетные предприятия, медицина активно участвует, предприятия медицины и здравоохранения, народное образование. Талантливой молодежи у нас очень много. Мы искренне ими гордимся, мы искренне благодарим наших социальных партнеров, работодателей за поддержку, потому что работа ведется довольно-таки очень серьезная. Это и вопросы репетиций, это вопросы и обеспечения костюмами красивыми и так далее, и так далее, и так далее. Ну а профсоюзные комитеты помогают, соответственно, и реализуя диалог с нашим социальным партнером, подходы и финансовой поддержки есть на ряде предприятий, соответственно. Поэтому еще раз я хочу высказать слова благодарности от себя лично, от председателя Федерации профсоюзов, что уже исторически так сложилось, что из года в год фестиваль набирает обороты, он становится все интереснее и интереснее, он становится все качественнее, лучше, привлекает больше нашей татарстанской молодежи, соответственно. Мы будем продолжать это направление. Еще раз слова благодарности устроителям искренне. И всех нас с наступающим праздником, с Днем нашей прекрасной республики, с Днем нашего прекрасного города. Спасибо большое. Спасибо большое. Айдар Фаитович, слово вам. Сколько на сегодняшний день членов в Союзе молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан и сколько, наверняка 100% они принимают участие в данном фестивале?
Хайрлы Кен, добрый день. Я тоже хотел бы начать со слова благодарности и президенту, в первую очередь, всему оргкомитету, Дмитрию Александровичу с его командой. Я как общественник знаю, что такое проводить мероприятия, что такое проводить республиканские фестивали, спартакиады. И как общественник могу сказать, что они это делают на очень профессиональном уровне. И самое главное, очень трепетно относятся к каждому участнику, начиная вот с самого начала фестиваля, когда, вот, допустим, в пятницу заезжаем, время 6 утра, а организаторы уже с 4 утра готовятся, выставляют баннеры и с удовольствием ждут всех участников. Поэтому за это вам огромное спасибо. Отвечая на ваш вопрос, мы объединяем сегодня порядка 150 молодежных организаций, предприятий организации Республики Татарстан. Конечно, большинство из них участвует, я думаю, порядка 90% активно принимает участие в зональных этапах. Ну, конечно, только лучшие проходят финал. Для нашей организации создание условий для творческого направления является одним из приоритетных, потому что мы убеждены в том, что только креативный, творческий человек может двигать нашу науку, двигать наше производство вперед. И оно на самом деле так и получается, потому что когда ты выходишь из зоны комфорта, участвуешь в таких рода фестивалях, ты начинаешь более креативно, более обширно, более системно мыслить. И это максимально способствует уже развитию на твоем рабочем месте. Я даже могу, вот я сам являюсь участником фестиваля, так скажем, изнутри, ну как и в составе оргкомитета, и изнутри, так скажем, знаю этот фестиваль. И даже меня, человека, который никогда в жизни в студенческие годы, в школьные годы просто мимо проходил всех фестивалей, максимум ходил на вечерние дискотеки, больше занимался спортом и наукой, даже меня максимально привлекли к участию. И вот в 15-16 годах я сам прям лично танцевал, сам участвовал в сценках. И в 16 году мы стали вот в составе команды Татэнерго обладателями гран-при. И поэтому с уверенностью могу сказать, что фестиваль, понятно, что позволяет выявить победителей лучших в песнях, в танцах, в других номерах. Но самое главное, это способствует поднятию корпоративного духа предприятия. Вот мы тоже изначально собрали команду, порядка 50 человек, и тихо-тихо репетируя, а я вам скажу, что серьезная подготовка начинается не за 2-3 дня, и даже не за 2 месяца, за полгода начинается минимум серьезная подготовка. И в период подготовки мы с нашими коллегами уже на самом деле становимся друзьями. И вот это самое бесценное. Когда ты уже очень хорошо человека знаешь и приходишь на предприятие, потом начинаешь с ним работать, вот эта бюрократия, так называемая, которая на многих предприятиях есть, и это нормально, но она сходит, так скажем, на нет, потому что ты человека уже знаешь, ты ему доверяешь, ты с ним прошел через огонь и воду, это я и называю подготовка к фестивалю, и, соответственно, хорошие уже взаимоотношения. Также вот хочу отметить, с самого начала, наблюдая за фестивалем, за номерами, я вижу, как растет уровень. То есть, если раньше это первые года, может быть, больше было похоже, есть профессионалы, да, кто раньше занимался и устроился на предприятии, они выступают, понятно, а остальные там больше на уровне художественной самодеятельности, то сегодня это на самом деле профессиональный фестиваль, номера которых, я вот даже знаю, коллеги из Казанского авиационного завода, они их вот прям круглогодично занимаются, и они сейчас соревнуются с профессиональными коллективами студентов и взрослыми коллективами, то есть уверенно могу сказать, что уровень растет. И об этом еще показывает то, что на гала-концерт у нас большой спрос на билеты, то есть уже сегодня, я даже уверен, вот сейчас пресс-конференция пройдет, люди вспомнят, ага, у нас же Безнең Заман будет суперфинал, мы тоже хотим в пирамиду пойти, посмотреть на этот фестиваль, и уже начнут писать, будут ли билеты, можно ли их получить. Это показывает о большом спросе даже среди именно зрителей этого фестиваля. И всегда среди зрителей присутствуют руководители предприятий. Я считаю, это очень важно. Вот наш генеральный директор тоже, Раузим Усманович Хазиев, генеральный Татэнерго, регулярно приходит, регулярно смотрит. Гран-при мы берем первые места, вторые, третьи места. Он всегда спускается потом и лично жмет руку каждому из участников нашей команды, так как он понимает, что это большой труд. И здесь тоже хочу сказать большое спасибо предприятиям, что они финансово поддерживают, где-то поддерживают административно, то есть выделяют помещения, где-то помещение музея, актовый зал, для того, чтобы ребята репетировали у себя в домашних, так скажем, условиях. За это им большое спасибо. И в конце уже хочу призвать всех молодых людей к участию, будь то большая команда, будь то есть даже один певец, вот даже с одним певцом можно достойно представить предприятие. Я предлагаю даже начать с этого. Как говорится, важно именно участие, а не победа. А потом уже
так скажем, аппетит растет во время еды, уже будете ставить себе более высокие цели, потому что я убежден в том, что запоминается вот в рабочее время. Вот мне 30 лет сегодня, да, я работаю 7 лет на предприятии. И я на самом деле не запоминаю, сколько я договоров заключил или сколько писем написал, в скольких совещаниях участвовал. Но я уверен в том, что у меня в памяти всегда будет то, что я участвовал в «Бизнес-Заман», то, что я был на гала-концертах, на сцене стоял, то, что вот совместно с Министерством молодежи, с Министерством промышленности проводим различные мероприятия. Они всегда остаются в сердце, поэтому всех призываю к участию. Всем удачи. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Александрович, Да. как идет подготовка к первому десятилетию фестиваля? В этом году 9-й, в следующем уже 10-й. Этот год очень 9-й, быстро да. пройдет. 9-й, спасибо. Ну, Исенмисис, Херметлекунаклар, Дуслар, наша Великая Республика, доброе утро. Добрым утром, страна. Вы знаете, я действительно очень счастливый человек. Повезло, потому что вот я живу, наверное, сейчас Республика Татарстан одна из самых, наверное, счастливых мест для проживания гражданина в Российской Федерации и в мире. Потому что, вы знаете, как идет подготовка большой радости. Вот о чем говорят наши ребята, наше руководство. Я считаю, вот мы очень много говорим о ВВП страны, там, о борьбе там, с бедностью, да, Владимир Владимирович ставит там вопрос. Мне кажется, несправедливо забывает о коэффициенте, который нет нигде в мире и на планете. Это коэффициент радости и счастья конкретного гражданина, который живет, вот родился, Господь ему подарил счастье жизни на этой земле, на этой красавице, там, в данном случае этой безумно красивой Волге, да, и наши красивые леса, красивые люди. И мне кажется, что вот эти два проекта, которые патронирует лично созвездие Йылдызлык и Бизнес-Заман Рустам Нагалевич Миниханов, наш прекрасный президент. Нам очень повезло с президентом. Потому что вы знаете, в чем идет к подготовке, я говорю. Подготовка идет для того, чтобы, вот вы знаете, очень много фестивалей ради того, чтобы они делались, и человек получает какую-то бумажку некачественно напечатанную, да, а наш президент дает нашей молодежи огромное количество вот той радости, которая остается с ним на всю жизнь. Потому что он дает этих великолепных возможностей приглашать мастеров культуры Российской Федерации и наших великих мастеров Республики Татарстан, которые дарят ребятам вот эти тайные знания, творчество, как открыть себе этот цвет радости. Это уникальная совершенно система. Вот видите, здесь стоит кубок, да, герой нашего времени, который вот первый раз, спасибо президенту, он поддержал Велимы, да, что команда иногда же ведь от гран-при отделяет какие-то доли, сотые балла. И мы все делаем для того, чтобы человек был в Республике Татарстан счастлив. Вот все наши вот ребята, да, вот своим трудом, директора предприятий, наш президент, Министерство молодежи делают все для того, чтобы человек действительно был счастлив. Кроме того, наша идеология, то, что в 20 веке, этот трагедийный совершенно век, дай бог, чтобы он никогда не повторился в плане потерь человеческих, у нас эти фестивали создают вот действительно гармоничного, развитого человека. Благодаря этому фестивалю, благодаря этим действительно подлинным знаниям и подлинного труда, затрачено нашими молодежью на создание внутри себя богатейшего духовного мира и красоты телесной. Вы знаете, в этом фестивале уходит у наших красивых девушек целлюлит. У нас они становятся очень красивыми и привлекательными. Вы знаете, крепнут семьи, потому что, вы знаете, после там 5-7 лет, мы знаем очень много, так сказать, у нас это проблема, кстати, большая всего. Начинается обытовление отношений. А вот сцена, она не дает возможности обытовиться. Она делает человека, венцом создания природы. И как нигде в этом фестивале, я когда смотрю на этих безумно красивых женщин, на безумно красивых этих ребят, которые вот танцуют уже сейчас, да, я знаю очень много, я очень рад конкуренции с коллективами Министерства культуры, потому что та творческая мысль, те произведения, вот, например, если мы возьмем такие, вот, как
безопасность дорожного движения, да, как у ребят Нургалевича выступает его коллектив, как выступает Татэнерго коллектив, как выступает КАМАЗа, как Татнефти. Вы знаете, это какое-то министерство, огромное счастье можно создавать для этого, да. И вообще моя мечта, как секретарь, мечта была всегда, что вот утром человек производит ВВП, а вечером он производит красоту вот эту на весь мир. И вот этот мир, благодаря, кстати, огромное спасибо, ребят, всем журналистам, Татмедиа, огромное спасибо телеканалу ТНВ, нашим дорогим всем видеооператорам, которые это красиво снимают, конечно, это повышение инвестиционного климата в республике, потому что это видно, здесь где живут счастливые люди, счастливым людям можно доверять. В этом году, как идет подготовка, еще раз, первый раз наши дорогие участники все время обращались в оргкомитет с просьбой, чтобы была такая атрибутика, которой можно было гордиться всю жизнь. Да? Ну вот действительно, да, вот тебе 70 лет, ты слушаешь, я в Безнен Заман, и вот, между прочим, дорогие внуки, танцуйте, вот такой я был. Это очень правильная вещь, и мы в этом году заказали потрясающие совершенно нагрудные знаки на нашем заводе центральном в Москве, который вот 550 по количеству участников КПРЛ финала, которые вот дети увезут, ну для меня не все дети, унесут с собой, кто выйдет в финал. Готовится вот этот президент в свое время, вы знаете, он высказался за то, что у нас теперь кубок, вот сейчас находится у команды БДД, Гран-при прошлого года. Это кубок, который практически 1,20 м, этот кубок, из чистого камня. Это потрясающее произведение искусства, которое может, я думаю, что в свое время, естественно, он займет место в музее национальном, да, его копия. Это уникальное совершенно произведение искусства мирового уровня совершенно. Я очень волнуемся, кто в этом году его, конечно, получит. Из состава жюри очень важно вот эта категория «А судьи кто?». Очень важно, чтобы у нас были действительно хорошие представители судейские. У нас приглашен, дал согласие 12-го на суперфинале народный артист Российской Федерации, именитый артист театра сатиры Юрий Васильев. Позавчера я вернулся из Ленинграда, провел переговоры с Кривицкой Викторией Михайловной, которая, вы знаете, дает репортажи о нашем фестивале на телеканале «Культура». Она дала согласие 12-13. Виктория Михайловна Кривицкая будет у нас в жюри. Марина Владимировна Полтева, которая составляет «Счастье», и, вы знаете, к ней летает делегация из Америки. И это ведущий педагог по вокалу, которая приносит огромную радость нашим участникам, работая с ними. Это Марина Владимировна Полтева, вы ее знаете все по проектам «Точь в точь», «Один в один», где она ставит голоса нашим выдающимся певцам эстрады Российской Федерации. Агамалян, там, чемпионы мира, все те, кто, ну, естественно, будет Нурия Ахматовна Хашимова у нас будет в жюри обязательно, потому что она представляет Фонд развития культуры при президенте, который все это охраняет и видит своими глазами и контролирует эту ситуацию, потому что для нас очень важна справедливость. Самое главное в этом фестивале справедливость. Вот в этих проектах «Созвездие Йолдызлык». И граждане молодые Татарстана, я очень этим горжусь, что они знают, насколько ты заработал, настолько ты и отработал. Потому что действительно все хотят получить гран-при, все с очень большими амбициями. Это здорово. И на самом деле создавался этот фестиваль для того, чтобы действительно крепить в наш мир капитализма. Очень важно единение все-таки учредителей, тех людей, которые отвечают за жизнь, здоровье и счастье наших граждан, чтобы они... И вообще моя мечта, чтобы в конечном итоге была номинация, наверное, когда генеральные директора сами поют, читают стихи, и рядом тогда они будут еще больше, я считаю, вкладывать в социальную профсоюзную сферу. И, конечно, очень хотел благодарить профсоюзы Республики Татарстан. Я в свое время сам был профсоюзным лидером Качаловского театра, нашего знаменитого Качаловского театра.
и я в 80-х, в конце 80-х годов, я знаю, что роль профсоюзов, она огромная. Я хотел бы поблагодарить наш обком профсоюзов, я уж на старый лад, да, за ту огромную, за Федерацию профсоюзов, которая оказывает огромную роль при подготовке ребят, при взаимодействии генеральных директоров, которые помогают нашим детям выходить на эту сцену. Я бы всем хотел пожелать огромного счастья, долгих лет жизни, и долгих лет жизни, вы знаете, в радости именно, в радости, и пожелал бы Татарстану еще много таких подобных проектов, которые делают жизнь наших людей счастливыми. Вы знаете, мы счастливые люди, и нам есть чем гордиться, потому что, и спасибо еще раз Рустаму Галеевичу Миниханову, огромное спасибо Фонду развития культуры при президенте, всем нашему Министерству молодежи, тем министерствам оказывают. И последнее, что я хочу сказать, что оказывает в этом фестивале, что очень хотел бы поблагодарить и Министерство культуры, которое работает с нами, предоставляет дворцы. Но очень бы хотелось продолжить нашу работу. У нас президент давал личное поручение. Министерство образования, чем больше будут полнее залы именно 11-классниками и 10-классниками, будут видеть эту роскошь красоты, вот это мира счастья заводского производственных коллективов, тем больше у нас будет прекрасных и счастливых. Потом эти ребята пойдут на эти заводы, на эти предприятия и украсят своей жизнью, своим духом наши великие промышленные гиганты, сферу услуг, сферу это. И они уже будут видеть, что это там красота. Понимаете, это очень важный, стимулирующий, как бы, мне кажется, фестиваль до определения дальнейшего пути гражданина, нашего молодого. Вот хотелось бы, как и во всех годах, полностью залов полных. И, конечно, хотелось бы, чтобы на сцене было больше участников, чем на стадионах. Вот. И хотелось бы, чтобы у нас вся республика действительно пела, танцевала, потому что только счастливые люди поют и танцуют. Спасибо за вот эту республику счастья, в которой мы живем. Спасибо, уважаемые коллеги. Наверняка у вас есть вопросы, Рахметов. Шахри Казан, Дамир Вадариев, Нурьямин Ахматовна, районlarda bir avullar bir-birisine жүріп, концертлар қоялар, спектакльлар қоялар, предприятиялар bir-birisine шулай концертлар қою ничек қарайсыз? Райондар қатнашамы бұл фестивальда? Әлбәттә, районнар катнаша. Һәрбер оешманың катнашырга, һәрбер кичкенә мул, зур мул, нинди булуына карамастан, һәрбер оешманың катнашырга хакы бар һәм катнашырга чакырабыз, әлбәттә. Бу яхшы фикер. Безнең инде менә сентябрьдә хәзер районнарда шушы созвездие йолдызлык белән безнең заманның концертлары булачак. Һәрбер район үзеннән чыккан талантларны күрәчәк, күрергә мөмкинлек бирәчәк бу. Инде безнең районнарга килгәндә, безнең күп кенә районнарда мондый тәҗрибә кулланыла. Мәсәлән, мин әйтер идем, бу өлкәдә бик нык эшли безнең Саба районы. Аларның предприятиеләр үзләре концертларны куялар, шулай баралар күрше районнарга. Тагын берничә район бар шундый. Бу яхшы фикер. Мин сезнең бу сорауыгызны хуплыйм. Инде гомумән алганда безнең концертлар районнарда шушы безнең заман созвездие фестивальләренең катнашучылары һәрбер район үзенең талантларын күрә. Бу юнәлеш буенча бик зур эш башкарыла, барыла. Рәхмәт. Нурия Хашимовна, амында яшь үзенчәлеге, ничә яшькә хәтле кеше катнаша? Аның бармы? Ние? Безнең замандамы? Әйе. Пресс-релиз дает 35 яшькә кадәр, и в составе группы еще до 45 лет тоже могут участвовать, да? Да, сейчас, да. Яшьне әзрәк үзгәртелде, яшь зурак яшьләрдә катнашырга дип әйтәсем килә. 35 яшькә кадәр. Татарча. 18 яшьтән 35 яшькә кадәр булган яшьтәге кешеләр катнашалар фестивальдә рәхәтләнеп. Рәхим итсеннәр. Да, пожалуйста. Агентство Татмедиа, Альбина Батышевна. Дмитрий Александрович, если вот 1000 участников в среднем, да, каждый год, сколько это производственных коллективов, какие предприятия традиционно каждый год участвуют? И еще один такой вопрос. Какая должна быть программа, чтобы получить гран-при 500 000 рублей? Вот какие требования? Ой, что они должны спасибо поставить? вам за этот вопрос. Очень спасибо огромное, действительно. Я только
такой, вы знаете, после ковида, я, кстати, всех очень попрошу, действительно, чем больше привьется человек участников, тем будет лучше. Я очень хочу сказать, я почему 2 вопроса не запоминаю в связи с перенесенным заболеванием у меня. Первый вопрос, очень 2 важных вопроса. Первый вопрос. Какие предприятия Какие традиционно предприятия? участвуют? Вы знаете, я хотел бы принести огромную благодарность тем людям, которые, как я называю их, ветераны движения, на плечах которые поверили нашему, да, Министерству молодежи, нам поверили, общественным организациям, и ребята, на которые вы вынесли на своих плечах этот фестиваль и сделали его роскошным. Ну вот представитель, конечно, Татэнерго, да, Эльдар Сагидилович здесь. Конечно, это огромная роль, вот первые 5 лет, это, конечно, вертолетный завод Республики Татарстан, это Татнефть, это, конечно, завод Горбунова. Вот вы знаете, я хочу вам рассказать одну историю, которая будет интересна. Почему я, собственно говоря, ведь мы не упомянули, это проходит под патронатом ЮНЕСКО. Вот эта наша духовная история, она находится, является духовным нематериальным достоянием Российской Федерации. Вот этот труд наших молодых ребят, наших генеральных директоров, нашего президента, нашей республики. Почему? Вы знаете, Григорий Эдуардович Орджоникидзе в своей речи на 3 февраля на коллегии Министерства культуры Республики Татарстан в присутствии министра Мединского Руслана Галевича Ментимир-Шариповича сказал, что он видит, и Российская Федерация видит, это единственный проект, который мы хотим транслировать на весь мир. И очень жалко, что это не получилось, несмотря на предложение МИДа международный фестиваль делать. Ну, в силу определенных причин, в силу пандемии, там прочих этих вещей, да, серьезных, задержавших наше развитие, наших структур. Что это единственный, как он видит, и с ним солидар, и было доложено генеральному секретарю ЮНЕСКО, вклад этот в России, что это единственный проект, который может затормозить развитие экстремизма и терроризма в мире. Вот, я очень хотел, чтобы очень многие чиновники, от которых зависит финансирование проекта, продвижение проекта, это слышали и руководствовались напутствием Министерства иностранных дел Российской Федерации в области развития именно этого проекта. Вот. Это вот вклад, вот я хочу горбуновцев, типичный пример, потому что на самом деле, если серьезно говорить сейчас о внутренних пружинах таких структур, конечно, наша мечта, когда мы его начинали, это то, что именно, это, конечно, амбиции личные, человеческие, амбиции региона, то есть где я живу, значит, должно быть лучшее место в мире. И я, конечно, вот мы, когда авторы проекта этого, хотели и хотим, что благодаря этому проекту здесь, я вам хотел об этом рассказать, и вы мне рассказали. Мы разговаривали с президентом, и я спросил Руслан Галевич, можно я, говорю, мечту свою вам расскажу? Он говорит, ну давай, расскажи о своей мечте. Вы знаете, я хотел бы благодаря этому фестивалю, что наша республика, благодаря вот этому вкладу в мировое духовное развитие, прекратились войны. Ну, как вот, я не знаю, я из того поколения, где нас в школах учили не зазубривать какие-то предметы, а мечтать, а чтобы мир был счастлив. Вот. И я сказал, вы знаете, у меня мечта такая есть, вот картина. Карнеги-холл, стоит Владимир Владимирович Путин, Байден, Лавров, вы, Рустам Галевич. В зале сидят директор Татнефти, наш, да, Наиль Ульфатович Маганов, а рядом сидит генеральный директор там корпорации Shell. Что сидит наш генеральный завода Горбунова, а рядом сидит генеральный конструктор Боинга. И вот мы, и так далее по списку, да, наш Зеленодольский там завод судостроения, да, и вот они сидят через ряд, да, и, наконец, может быть, этот сумасшедший распад цивилизации закончится благодаря именно вкладу Татарстана в строительство мира через этот фестиваль. Что надо вам сказать, что многие проводят эти фестивали. Я очень хотел, чтобы именно в нашей... Я очень люблю название «Третья столица
России, потому что третья столица, это, знаете, я считаю, что это центр Евразии, город Казань и наша республика. Мне как-то больше вот так нравится жить в центре Евразии, в лучшем городе, который сливается эти великие культуры Европы, арабская культура, китайская культура. И вот эти вот предприятия, мне кажется, могут себе, чтобы здесь был Красный Дракон, что здесь был Sony, здесь General Motors приезжала сюда именно в Казань, и оставались здесь лучшие токари, лучшие фрезеровщики, лучшие менеджеры. А вы знаете, знаете, почему они будут здесь оставаться? Потому что здесь самые красивые женщины в Республике Татарстан. Поверьте мне, я очень много, как и артист, гастролировал, и особенно вот та территория, которая была захвачена немцами, да, очень мало красивых людей, выбит генофонд. Здесь очень красивые женщины, очень красивые мужчины, и мне кажется, очень много здесь остались бы на постоянное место жительства в Татарстане. Что в свое время, кстати, очень интересная тема. Хотели сделать с туполевцами, нам туполевцы рассказывали, когда их аналогичный фестиваль мелкого масштаба сделали ульяновцы, наши соседи. Они как раз получили американские станки и инвестиции на развитие, значит, своего авиастроения. И они наших ребят пригласили, нам рассказывать, туполевцы, вот эти наши, команда творческая, и все прекрасно. А после фестиваля сказали: ребята, оставайтесь у нас, мы вам даем квартиры, мы вам даем повышенные зарплаты больше, чем у вас на Горбунова. Они сказали: нет, мы не останемся, у нас есть Безнет-Заман. И вот этот великий вклад нашего Министерства молодежи в область сохранения элиты производственной молодой, и вот этот фестиваль, конечно, вносит. Там очень много вот таких, вы понимаете, очень серьезных таких защитных функций и человеческого духа, и красоты, и семейной. Я очень счастлив, что очень много браков, соединяются люди, есть дети фестиваля, и с первого фестиваля, что эти ребята ездят теперь, вы знаете, не в Таиланд и не в Турцию, не в те страны тратят свои деньги, где страны НАТО, где выливаются своими деньгами, они помогают отлить им пуль для наших солдат в Сирии и прочих, значит, а они ездят друг к другу в гости. Челнинцы ездят к зеленодольцам, зеленодольцы ездят к нижнекамцам, и тем самым они вот этот внутренний духовный туризм в республике, я считаю, это тоже огромное достижение этого фестиваля. Понимаете, он настоящий, люди действительно радуются. Действительно, это вот я отвечаю на первый вам вопрос. Конечно, я вам хочу сказать, это потрясающий Мамадыш, это наши сельскохозяйственные, очень я благодарен Ивану Михайловичу Егорову, Акбарс Холдингу, который повсюду поддерживает аграрные коллективы в районах там Дрожжиновском, которые уникальные совершенно создают мастера именно национальной культуры, потрясающие. Вы знаете, это роскошь. У них есть ни с чем не сравнимое качество, которое их отличает от, я не хочу, так сказать, так называемых профессионалов, я сам профессионал, бывший качалской драмы, я хочу сказать, у них есть искренность. Вот задыхаешься от этой чистоты и красоты и искренности. А Конфуций учил нас, что государство может и воспитывать молодого человека, может только 4 вещи, которые, кстати, в ЕГЭ отсутствуют. Это культуре, нравственности, преданности и искренности. 4 составляющие компонента воспитания человека, на которого может опереться государство по конфуцианству, это вот эти 4 принципа, и все эти принципы и воспитывает наш фестиваль. Это вот на первый вопрос. А вторая часть вопроса. Какой должна быть концертная программа, чтобы получить грант? Ага, вы знаете... Александр, если позволите, вот по поводу, кто может принять участие, вернее, какие формы. У нас в прошлом году были участники просто индивидуальные предприниматели. Состав организации – это 4 человека. То есть один из них просто пел.
дошкольное образование, педагог дополнительного образования тоже принимает участие. То есть, по сути, состав предприятия и организации не имеет никакого такого большого значения. То есть, даже из 2 человек организация может принять участие в данном фестивале. Понятно, что вот Дмитрий Александрович говорил про крупные, в основном, предприятия, которые комплексообразующие, в том числе же и КАМАЗ, и Татэнерго, и многие-многие другие. Но есть и маленькие организации, которые просто принимают участие. И такие примеры есть, и они входят даже в том числе же как призеры данного фестиваля. Спасибо. Спасибо, уважаемые гости. Мы очень ограничены во времени, поэтому... И давайте последнее, хочу сказать, несправедливо было бы забыть, конечно, там такие гиганты, как Амоний, как Заинская ГЭС. Ну, потрясающе. Вот надо сказать, если кого-то я здесь не отметил, извините, это просто вот замыкание, как сказать, ковидное. Да, Гран-при фестиваля, я хочу сказать отдельно, Гран-при фестиваля, я хотел особый вклад, да, особый вклад, конечно, это внес через 5 лет в развитие фестиваля этот, ну, без сомнения, одни из ярчайших руководителей, я потрясен его вообще мудростью. Это, конечно, Ревгат Нургалиевич Миниханов, который создал эту великую команду БДД. Это потрясающее совершенно отношение руководителей и забота к своим людям, к их образу жизни. Вот у нас с 5-го фестиваля у нас очень серьезно подал пример и объединил вокруг себя и многих директоров. Это, конечно, Ревгат Нургалиевич Миниханов, который столько счастья своим людям подарил, и нам. И вы знаете, и, конечно, мы смотрим на это чудо, которое происходит, и наши вот ребята, просто мы потрясены. Вот действительно, какие у нас потрясающие совершенно... Смысл нашего фестиваля, чтобы вот Ревгат Нургалиевич показал, что действительно он, руководитель, должен быть все-таки на заводах, на предприятиях. Это и отцом, и матерью наших ребят. И вы знаете, очень много действительно генеральных директоров, которые являются отцом и в одном лице и мамой вот этих людей, которые берут искренне, переживая всем своими золотыми сердцами за судьбы, за жизнь своих подчиненных, которые строят нашу великую республику. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги. К сожалению, мы ограничены во времени, поэтому, если остались вопросы, можете в частном порядке подойти к спикерам. Вам хорошего фестиваля, побольше аплодисментов, больших, огромных, Татмедиа, полных залов. пожалуйста, принимайте участие. Татмедиа, Мы будем очень рады. Я будем пою очень рады. в вокале, пожалуйста, я тоже обращаюсь к руководителям Татмедиа. Обязательно, нам журналистов не хватает. Вашего Спасибо ума, вам. таланта и вашей Энергетики. и энергетики. Да. Уважаемые коллеги, хорошего, удачного дня. Всем до свидания.